очередное субботнее путешествие министра здравоохранения Калымбека Батыралиева и вместе с инженером кыргызско-турецкой больницы они показывают мне, на какой стадии строительства сейчас находится это здание. Да. В основном все коммуникации уже завершены. Коммуникации. Все завершено, понимаете, осталось только устанавливать. И я так понимаю, что сейчас мы находимся в центральном холле, да, этой больницы. Ага. Это, конечно, для привычных, непривычно для наших медицинских учреждений. Nereden başlayacağız? Я, конечно, любопытно пытаюсь заглянуть везде. И, честно говоря, Калымбек Абдуллаевич, вот мы говорим о том, что мы будем презентовать больницу 31 августа, да, или раньше, или чуть позже. Но я смотрю, что здесь еще объем работы еще очень большой, да? Мы успеваем? Пока по графику идет, дай бог, проблем нет. А строительство 31 Привет строителям кыргызско-турецкой больницы. строительство. И сейчас мы спускаемся. Это что будет за подвал? Что в этом подвале будет располагаться? Заброшено где-то архив, да? Да. А здесь будет... А здесь уже будет комплекс диагностический. Ага. Здесь будет, да? Ага. Лаборатория, да. Здравствуйте, привет строителям кыргызско-турецкой больницы. Почти завершено. Это поставят, окошко поставят, двери поставят. И самое главное, вот эта вся система, даже начиная от полов, все это будет современная система. И поэтому, вот посмотрите, почти завершена, не закроют. Да, для тех, кто, может быть, еще не знает, насколько коек будет рассчитана эта больница. Это 150 коек, обычные койки, но кроме этого, столько же можем открывать и разворачивать для реанимационных. Дополнительно для экстренных больных, да. Ага. Здесь по старой системе фиксированной какого-то этого не будет. Это клиника новой технологии. А такой клиники, вот по подобию этой клиники в Кыргызстане больше нет? В Средней Азии даже нет. Потому что это как умный дом. Умный дом? Интересное сравнение. И вот мы шагаем по умному дому. Я даже могу закрыть глаза и представить, каким все это будет через несколько месяцев, потому что имела возможность посетить клиники в Турции, в Индии. И здорово, что у нас будет что-то похожее здесь, в Кыргызстане. Самое главное, поймите, вот система, которая, да, из кабинета в кабинет кровь таскать не будут. Ага. Они пневматические, по адресу будут, а в кабинет от забора крови, по кабинету по адресу будет пневматическим методом забрасываться моментально. А какие еще преимущества у этой больницы будут? Какие еще отличительные особенности у нее будут вот, по сравнению с нашими больницами, которые у нас уже есть? Во-первых, это с момента обращения пациента до выписки. И внутри вся система будет полностью автоматизирована. Автоматизирована. Да. И другой, вся деятельность сотрудников, она будет под контроль электронной системы. Поэтому я только смотрел, а оказывается так, этого не может быть. Каждое его действие, назначение лекарства, по назначению передачи лекарственных средств, препаратов медсестрами, они будут по бархатной системе проходить
анализ. Таланбек Абдуллаевич, конечно, всех волнует вопрос, будут ли доступны эти услуги простым гражданам Кыргызстана. Как решается этот вопрос сейчас? Я знаю, что идет активное обсуждение, да, с муниципалитетом, мэрией города Бишкек Сегодня национальный на уровне. города Бишкеке, крупных городах, критичных эти. Как работает, точно так же, но только эта система управления, это совершенно новый модель. Это совершенно новый модель управления. То есть по доступности ничем не будет отличаться. не надо бояться, от да, не надо Поэтому бояться, что здесь, да, в новых условиях будут новые цены, будут недоступные. устанавливаться, государством. И в отличие от других имеющихся наших учреждений, это должно быть самостоятельное управление. Не за счет бюджета, как обычно делают, тратим огромные деньги за счет бюджета, а вот это управляется плохо. Да, я знаю, что сюда будет также завезено и поставлено оборудование, да, вот, полностью, да, это будет Вот уже современнейшее, сами видите, высокотехнологичное, да. В субботу включается воскресенье. Надзор идет постоянный, за ходом работы. Тем не менее, есть проблема по окружению, парковка, внешняя сеть. Потому что это То есть инфраструктура не готова еще, да, к этому, или она не запланирована? Не, запланирована, Ага. Давайте посмотрим, что еще есть здесь, да. Это все в основном это Да. Вся Ну вот заметно, что это капитальное здание, капитальная отделка идет, да. Это не наши больницы, которые сегодня настолько уже состарились, и они прямо сыпятся, рушатся, и стены, и полы, и потолки. А вот здесь я смотрю, это специально, вот здесь, я думаю, будет какой-то климат-контроль, да? вся система климат-контроль. Если это климат-контроль, система автоматического управления, не будет работать постоянно, отслеживается высококвалифицированный специалист. Он будет просто рушиться. Ну да. Это первое здание, соответствующее самым международным стандартам, которое требует высококвалифицированных специалистов, не только докторов, инженеров, айтишников, специалистов, которые управляют общими техническими. Да, у нас достаточно навыков и опыта и знаний, чтобы управлять таким комплексом? Нет. Нет. А что делать? Будем привлекать специалистов. Строительство всегда должно быть, понимаете, на будущее. Не то, что вот сейчас имеем. Чего-то имеем, давайте так оставим. Нет, эта больница через 25 лет что будет, через 40 лет что будет. Поэтому она должна соответствовать постоянно легко к обновлению, реконструкции. Очень серьезные, да, я здесь смотрю. Все системы вот эти. Я, конечно, мало в этом понимаю, что но... Вот здесь это профиль. И он, как обычно делаем, да, друг другу медсестру вызываем, завидуем, а там она занята. И здесь центрально по кабинетам, по пневматической системе передают моментально. И передача, поступление, обработка, она будет полностью Самое-то. зафиксирована. Привет строителям кыргызско-турецкой больницы. Помашите рукой. Работаете круглыми сутками, да? Да. Молодцы, в несколько смен. Давайте, удачи вам, здоровья. Ждем. Ждем новую больницу от вас. Это прачечная. Обычно прачечная, как я во всех наших учреждениях был, прачечная обычно самое грязное. Понимаете, самое грязное место, потому что там стирают грязные вещи. Нет, здесь должна быть самая современная система обработки. Да.
Очень, да, большая площадь. Очень большая площадь. Вот, все, смотрим. Отделка. Отделка, вау. Здесь еще столько работы, столько работы.